Времена, когда добытчиком семьи был исключительно мужчина, остались в прошлом. В современном мире женщины все чаще становятся инициаторами создания малых предприятий в сферах образования, медицинского и социального обслуживания. Если же мужчины-предприниматели всецело посвящают себя своему делу, то бизнес-леди умудряются одновременно совместить роли жены, матери и квалифицированного специалиста. С какими трудностями сталкиваются женщины-предприниматели и каким образом оказать содействие развитию их бизнеса? За ответами на эти вопросы партия «Единая Россия» собрала участников дискуссии за круглым столом. Здесь собрались представители управления антимонопольной службы, уполномоченные по правам предпринимателей, и, конечно, встреча не могла обойтись без предпринимательниц. Каждая из них в начале непростого пути испытала определенные трудности. Некоторые с ними борются до сих пор. Прославить республику и сыграть не последнюю роль в развитии экономики региона. Такие желания нередко становятся мотиваторами для бизнес-леди. Но иногда воплотить их в жизнь очень трудно без поддержки государства. Если бы возможно было предоставлять бизнесу помещения такие на льготных условиях, я думаю, бизнес сам нам сейчас скажет, что для него это было бы очень большим подспорьем и поддержкой в развитии. Во главе угла стала тема имущественной поддержки, отсутствие помещения для развития производства, высокая арендная плата, незаконная продажа муниципального имущества. Все это стало самой актуальной проблемой для предпринимателей в регионе и головной болью Фатимы Галаевой. Она занимается производством шоколада еще с 1998 года. За ее собственные рецепты предприниматели из других регионов России предлагали огромные денежные средства. Но любимое дело даже не думает – предавать или передавать в чужие руки. Свою продукцию Фатима представляет на международных форумах, всероссийских конкурсах и точно знает, что нужно для успешного бизнеса. Я всегда хотела построить свой кондитерский цех, свою маленькую фабрику, как визитную карточку Ингушетии, куда бы могли люди прийти. Туристы прийти, посмотреть, как это делается, как это готовится. Второй темой в повестке дня стала проблема сбыта продукции. Очень часто предприниматели экономят на рекламе или не находят ресурсы для презентации своего производства. Участники дискуссионной площадки считают, что во времена цифровизации мощным каналом сбыта являются социальные сети. Но для их раскрутки не все предприниматели находят время и финансы. Мы сегодня решили создать хотя бы пока, для начала это будет аккаунт в Инстаграме, куда мы приглашаем, то есть, прислать всех производителей, которые хотели бы войти в эту базу, свою продукцию, для того, чтобы мы могли там ее разместить. И, конечно, мы должны раскручивать этот аккаунт для того, чтобы не только мы, например, я как житель республики хочу приобрести домашние полуфабрикаты, но я не знаю, где их купить. Потому что очень мало информации, рекламой, как правило, никто не пользуется. В ходе дискуссии без внимания не остались и попытки нечестного заработка, когда предприниматели, уклоняясь от налогов, не регистрируют ИП. Конечно, частично мы ситуацию можем улучшить, если составим каталог всех товаропроизводителей, которые у нас есть. При этом, конечно, большая часть наших людей не хочет регистрироваться, не хочет работать официально. Хочу сказать, что в ближайший год, 2-3 вот эта тема работать по серой, по черной схеме, она будет закрыта. Причиной того, что развивать свое дело дальше не видят возможным, часто становятся высокие налоговые ставки и невозможность представить свою продукцию. Ряд предпринимателей предложили создать уголок в столице региона, где ремесленники могли бы представить свое производство не только жителям Ингушетии, но и туристам, гостям республики. По итогам встречи было принято решение составить резолюцию, куда будут внесены все вопросы. Участники мероприятия не сомневаются, что уже к следующему заседанию найдут пути их решения. Диана Дударова, Майербек Межоев, Новости 24.